Роль учителя важна в каждой жизни, ведь именно педагог закладывает в ребенка не только необходимые для дальнейшего пути знания, но и вдохновение, мотивацию на саморазвитие и желание ставить цели и добиваться их. На протяжении обучения человек встречает разных наставников, но все они заслуживают благодарности за столь непростой труд. Всероссийский день учителя отмечается во всех школах города. Ну а лично мы побывали в школе номер 9, номер 3 и в музыкальной школе города Канаш. В школе номер 9 состоялась торжественная линейка, посвященная Дню учителя. Директор и заведующая СОШ номер 9 в честь профессионального праздника передали полномочия управления школой и проведения уроков самым ответственным и добросовестным ученикам школы. Об этом более подробнее в интервью с директором школы номер 9. Вы знаете, это, наверное, профессиональные издержки юриста. Мы решили не просто организовать день управления, но все это оформить официально. Эти полномочия мы передали ученику, который возглавлял в прошлом году Совет самоуправления. Он отлично справился со своими обязанностями, и сегодня он реализует те проекты, те начинания, которые он начал в прошлом году. Сегодня у него возможность все это показать и нам, и своим ученикам. Торжественная линейка, пронизанная хорошим настроением и позитивными эмоциями, прошла в теплой, дружеской атмосфере, где звучали теплые пожелания. Я желаю всем своим коллегам оставаться в благодарных сердцах их учеников. Всегда, до конца, чтобы их помнили и ценили. Я желаю им здоровья, счастья. И еще раз здоровья. Это очень нелегкий труд. Ну, для меня День учителя – это, конечно, в первую очередь возможность выразить благодарность своим учителям. Я училась в 5-й школе, и мой любимый учитель – это Смелова Надежда Васильевна. Сегодня ей 90 лет, но она помнит не только, как зовут меня, в каком классе я училась. Она спрашивает о всех моих одноклассников. Она знает по именам всех моих детей. Это возможность также выразить слова благодарности и своим коллегам, которые поддержали и поддерживают меня по настоящее время, когда мы реализуем так много интересных проектов для наших детей. Ну и это просто возможность собраться всем вместе и просто поговорить. И волнующие педагогов воспоминания о выбранной ими когда-то профессии. Моя тетя Антонина Петровна, она была учительницей и как-то вот брала меня в школу. И для меня было счастьем, когда она мне позволяла проверять тетради своих учеников. И у меня вот в 10-12, наверное, лет уже я про другое не думала. У меня было одно желание – стать учителем. День учителя за 44 года работы в школе – это для меня, конечно же, праздник, большой праздник. И я вот поздравляю всех своих коллег, мам, пап, учеников, всех своих одноклассников, бывших знакомых вот с таким прекрасным воспоминанием из детства. День учителя – это прежде всего, наверное, я считаю, праздник всей страны. Мы узнали и о том, с какими сложностями приходится сталкиваться руководящим лицам образовательных школ, и о том, насколько волнительным выдался праздник. На тот момент был заключен договор подряда на проведение капитального ремонта. У нас были очень сжатые сроки. Всего 2 месяца. Мы справились вместе с коллективом. Большое спасибо коллективу, администрации, нашему подрядчику за то, что позволили в 2 месяца уложиться и прийти в детям в новое отремонтированное здание. В школе номер 3 тоже с самого утра царила атмосфера праздника. В актовом зале школы звучали песни со словами благодарности и зажигательные ритмичные танцы. Вся школа буквально состояла из улыбок. Улыбались учителя, улыбались ребята. Не подвела даже погода. Яркое октябрьское солнце излучало тепло и радость. Ну, День учителя, во-первых, для меня лично очень-очень много значит. Во-первых, у меня мама, учитель с огромным стажем, учитель математики, которая всю жизнь проработала в школе. Сейчас в этом году как раз исполнилось 80 лет. Ну и так получилось, что я тоже стал учителем уже, до этого преподавал, 10 лет уже работаю в школе. Так что День учителя для меня и моей семьи – это большой такой праздник с детства, значимый. Самая сложная профессия учителя, прежде всего, конечно, наверное, иметь терпение. Терпение, чтобы терпеливо донести до ребят то, что у тебя есть в голове, чтобы передать это, наверное, самое это главное. Ну и все это делать
весело, с юмором. В музыкальной школе нашего города имени Максима Дормидонтовича Михайлова также в честь праздника прошел праздничный концерт, посвященный дорогим учителям, где многие педагоги школ города были награждены разными нагрудными знаками и почетными грамотами. В этом году я встречаю 42-й раз праздник День учителя, потому что в этом году исполнилось 42 года, как я пришла молодым специалистом после окончания педагогического колледжа Канашского, пришла в 3-ю школу. И у меня в трудовой книжке всего одна запись. Я работала только в 3-й школе. И сегодня, конечно, очень неожиданно я получила такую большую награду. Вот, наставник, мне кажется, это так ответственно. Наставлять. Кого могу наставлять? Наверное, молодое поколение. Наставлять молодых специалистов, которые приходят к нам в школу. У нас их много. Мы их встречаем всегда очень радостно. У нас есть чему поучиться. Передать опыт, который мы наработали за столько много лет. И я от души всех педагогов, всех коллег поздравляю с этим замечательным праздником, с Днем Учителя. Столько внимания нам сегодня уделяют. Но, наверное, мы, может быть, заслужили это. Но все равно очень приятно. Звучали прекрасные песни и зажигательные попурри, исполнялись харизматичные танцы, проходило вручение цветов, звучали добрые слова и пожелания и многое другое. Моего первого учителя зовут Дорина Любовь Гавриловна, но, к сожалению, ее сейчас уже нет в живых, но я ее по сей день помню и безумно ей благодарна за те знания, за жизненный опыт, который она мне дала. И всегда вспоминаю ее с теплотой в душе. И, как она мне сказала: «Зина, ты пошла по моим стопам». Наши дети, они замечательные. Они не дают нам скучать, на уроках они задают нам новые и новые вопросы. И порой даже ставят нас в замешательство. Поэтому нам, учителям, стареть некогда. Мы всегда учимся у старшего поколения и, конечно, у наших молодых специалистов, потому что они приходят с новыми знаниями, с новыми идеями, которые, конечно, мы с удовольствием подхватываем и хотим реализовать их в нашей современной жизни. День учителя – самый лучший повод для того, чтобы поблагодарить тех, кто выбрал себе важную и сложную профессию. Дорогие учителя, сегодня мы хотим вас поздравить с этим замечательным днем. Поздравляем! Многие люди, только став взрослыми, понимают, каким важным был вклад преподавателей в их жизненный путь. А пока это осознание не пришло, молодежи лучше довериться советам взрослых и уважать своих наставников. Людмила Матвеева, Павел Демин.